Дорогие друзья, не удивляйтесь. Я просто решил найти свой дзен. И в тот момент, когда я его нашел, я понял. Дзен – это нечто большее, чем просто культура. В дзен нельзя мыться, нельзя стричься, нельзя бриться. В дзен ты должен воссоединиться с природой и быть единым целым, поймать свою гармонию. Дзен. А ну это дзен, слушай, я пошел, короче. Одну причесочку, одну, всего лишь одна прическа, и я вернусь в свой дзен. Не уходите. Да и борода уже не то, сейчас, одну причесочку. Всем привет, друзья! В эфире уже полюбившаяся всем рубрика «Эверест. Инструкция к применению». В этом выпуске мы поговорим с вами о том, как общаться с мастером, чтобы получить желаемый результат. Во-первых, друзья, вы должны определиться со стилем своей стрижки. Как будем стричь? Как? Машинкой на! Как будем стричь? Короче, смотри, значит, бока подкантуешь, сзади подкантуешь. Главное, чтобы челку оставить, но кепку не снимай, понял? Во-вторых, что немаловажно, вы должны понять, что вы хотите сказать этой стрижкой. Знаете, давайте пострижемся так, чтобы было видно, что я молод, но при этом достаточно таки серьезен. Помимо всего прочего, также вы должны быть обходительны и вежливы с мастером. Ты что делаешь? Смотри, я тебе как сказал, бери руки, я тебе как сказал. Вот тут вот так вот сделай, вот тут вот так вот сделай. О, нормально, можно же? Также вы не должны советовать ему ничего того, что он и так сам знает без вас, если, конечно, хотите уйти из салона не с обрезанными ушами. Вы знаете, мне больше идет прическа с коротко постриженными висками. Так, что касается бороды, то давайте просто ее подкантуем, потому что, в принципе, борода мне идет. Друзья, это был очередной выпуск рубрики «Эверест. Инструкция к применению». В следующем выпуске мы поговорим с вами о том, как правильно подходить к свадебной прическе. Что, попрощаться? Да. Эх, жалко, все закончилось. Ладно, всем пока, до скорого. Смотри больше новых роликов и найди свой стиль. Переходи по ссылке в описании и подпишись на канал «Салон Эверест».